8 января у меня заканчивалась регистрация, временная регистрация, 90 дней, как положено, Кыргызстан с Казахстаном. 8 января я выехал где-то после обеда. Сели мы возле Сайрана, автовокзала Сайрана, там такси сел. Меня друг проводил, посадил на такси. Такси ехали, со мной еще один с Кыргызстана парень ехал, и двое казахстанцы ребята, студенты вроде, домой ехали на Кордай. Поехали мы, выдвинулись мы с автовокзала и поехали. Проехали, короче, мы Алтын-Орду, базар, такой большой базар называется, Алтын-Орда. Ну, где-то еще проехали 2 или 3 километра, может больше чуть, я точно не могу управлять. А в это время в городе все было тихо или вот так же грохотало, все расстреляли? В городе было тихо, 8 числа уже более-менее тихо, люди уже выходили спокойно, доходили, разрешали. Только был вот, комендантский час с 7 утра до 11 вечера. Но люди ходили, все спокойно было. 8 числа. Можно было, короче, с города выезжать, заезжать. Ну, только с документами все полностью, как полагается. И вот я когда уже проехал этот Алтын-Орду, базар этот, там где-то за этим Алтын-Орду был уже пост, блокпост, военный пост. Там и полиция, и военный пост. Там стояли военные, выезд блокпост и заезд блокпост в город. И вот, когда мы подъехали уже к блокпосту, наша машина, ну, как всех, машина, это проверка. Машина проверка, там, багажники, все, чтобы свои документы вы это, люди, удостоверение, там, личности, все. Когда проверили ребят, молодых казахов, ну, они казахские, у них документы, у них все в порядке, нормально. Их не спрашивают, куда, зачем, просто документы спросили, все нормально. Наши тоже документы, когда мы вытащили свои документы, киргизские удостоверения, загранпаспорт, я вот еще показал, короче. Он говорит, по рации сообщил, мол, здесь киргизские документы, он говорит, просим вас выйти с машины. Я говорю, а что, почему я должен выйти, короче? Он говорит, проверка документов. Я же говорю, я же вот вам удостоверение показал, все нормально. Он говорит, нет, вас будут проверять. А зачем проверять? Я так и не понял. Я вылез с этим товарищем, тоже самый который парень. Нас вывели. Этот военный патруль, который взял документы, он просто держал в руках, пошел, короче, подвел нам полицейскому, дал ему в руки документы. Тот полицейский, даже не открывая документ, ничего не стал проверять, просто сказал, стойте здесь. А сам документ держит в руках, просто не смотрит ничего, просто держит документ. Все. И вызывает по рации, короче, это, патруль, машину полицейских. Вот. Через какое-то время это подъезжает патруль машина, 2 машины подъезжают. Нас садят в эти машины. Я спрашиваю, почему нас не проверяете документы? Здесь можно проверять. Нет, будем проверять в особом месте. Там в другом месте будем проверять. Я говорю, я что-то натворил или что? Он говорит, нет, просто будем проверять. И поехали. Я не знаю, куда нас повезли. В какой РОВД, даже не знал. Ну, приехали мы в РОВД, там все полиция, как полагается, все в форме, там, ну, в оружии, как полагается еще. Начали, короче, ну, в машине мне не дали позвонить даже. Я хотел позвонить, мне телефон забрали. Телефон, когда забрали, сказали, ты никуда пока не звонишь. Я говорю, почему? Он говорит, нельзя звонить. Он не звонит. 2 раза ударили меня в живот. Ну, я понял, значит, сейчас будет это, докапки там, всего этого. Ну, приехали в РОВД с этим товарищем, тоже второго, который сзади машины тоже. Завели нас, говорит, через задний двор нас заводили, не через центральный, а в задний двор завели. И там началось уже, по пути нас там бить начали, короче, без всяких этих
Чё, как, почему. Бить, просто бить. Так довели нас до 4-го этажа. Поставили в стенки, головой упершись, и вниз головой, руки за голову, ноги шире плеч. Аж поставить и стали вот так. Только Никуда двоих? нельзя смотреть. Только двоих? Да, нас двоих только вот. А так в коридоре очень много людей было. Также стояли парни молодые. У нас пока было двое из Киргизии. Вот. Пока мы стояли, где-то мы постояли, где-то, может, 20-15 минут стояли. Ну, там подходит каждый и бьет по бокам, короче, по ногам, руками, ногами. Свалится, тебе за волосы поднимают, короче, чтобы опять так же стоял. Смотреть нельзя никуда, короче, только вниз головой, все. Будешь смотреть в разные стороны, будешь получать палкой и дубинками, или полицейские, или кулаками по бокам, короче, ну, в разные места бить, только не полицию. Ну вот постояли, нас потом завели в одну комнату, где там полицейские все были, короче, там ребята тоже так же стояли. Завели, просто спросили фамилию, отчество, дату рождения и спросили, ты откуда едешь, куда едешь. Все. Спросили, я ответил, что я еду в Алмату. С Алматы и еду в Бишкек. У меня закончилась регистрация временная. Я должен выехать, короче. Они говорят, а ты, наверное, участвовал, наверное, да, на площади, наверное, да, там, или мародер. Говорит, покажи свой телефон. Я говорю, мой телефон, вон у полицейских, короче, кто мне привез. Они такие спросили, короче, они вытащили, там простой телефон такой, ну, кнопочный, простой, отличный, Samsung. Но они не стали докапываться, что я мародер. А так вот докапывались там, у кого новые сотки, сотовые телефоны, они сразу говорят, наверное, ты мародер, наверное, там украл. Обувь там даже я смеялся про себя так, там парни новую обуви, они говорят, ты, наверное, обувь украл. И такой, короче, докапки у них были. И били. Сразу там спрашивали и били. Поднимают, опять бьют, короче. В этом комнате нас побили. Так и паспорт они не открыли до сих пор. Просто спросили и били. Ничего не давали, не подписывать, там, чтобы я подписал да, какие-то документы, там, или что я сознанку пошел, что я такой-то мародер. Ничего не давали, короче. Просто били тупо. Потом обратно нас, короче, поставили к стенке, в той же кабинете. Потом обратно в какой-то кабинет пошли, завели. Там, может, тоже оперативники были, тоже ребята сидели также на коленях, там руки впереди, короче, голову вниз, короче. Тоже бьют там всех. Меня опять фамилию спрашивают, как будто не знают фамилию, что, откуда, и опять давай издеваться, ну, бить. Там уже пожестче чуть в другом комнате, там дубинкой били, короче, по суставам, по ногам, короче, по задней части, короче, тела и по шею несколько раз ударили дубинкой. У меня аж вот так всего передало, вот меня, как будто электричество через меня пропустили. Я упал, короче, меня опять подняли, за волосы подняли, в руки опять заставили, чтобы я за шею вот так сидел, голову вниз, короче, ноги шире плеч. И опять так же раздвигать дубинками ноги вот так. Сюда бить и сюда бить, чтобы ноги расширялись, как шпагат садился. Опять падаешь, тебя опять за волосы поднимают. Опять спрашивают, ты откуда едешь? И опять такую повторную опять методику. Побили меня чуть-чуть, поставили опять во втором кабинете, поставили опять к стенке, также головой вниз смотришь, руки за шею, голову упершись, от стены где-то 60 сантиметров, ну так упершись, чтобы я вот чисто головой упершись был в стене и ноги шире плеч. И также опять по бокам, кулаками, пинками, короче, старались, короче, не ломать сразу, чтобы ребра не сломать, короче. И синяков не оставлять, чтобы куртки все, как положено, чтобы так и было. Где-то нас так продержали до 9 часов в РОВД. Это 8 января. Считайте, я с 2 часов до 9 нас били. Потом уже к 9 уже
начали выводить. Мы уже последние остались, там ребята уже, кто был, уже там в комнате, в коридоре уже никого не было, всех уже вывели куда-то, наверное, в камеры посадили, я не знаю точно, что. Ну, это камеры, скорее всего, камеры. Нас последних уже, короче, кушать нам ничего не давали, только воды пить. Воды попьем, короче, опять бьют, короче. Вечером нас уже, короче, уже они, наверное, все. Где-то в часиков 4, забыл, нас куда-то вводили в этот в кабинет. Там взяли, короче, от нас все отпечатки пальцев, как положено, и сфотографировали так и так. Потом уже вечером нас на первый этаж поехали, камеры распределять. Меня посадили с нас вместе с двоих с этим парнем, который тоже с Киргизстана. Нас в одну камеру посадили хорошо, чтобы нас не разделили. Как-то более-менее держали, что вместе, что здесь вдвоем. В камеру потом нас первых посадили, короче. Ну и там в камере сказали, чтобы мы тихо сидели, короче, типа завтра нас отпустят. Потом к нам подсоединили, короче, одного с Узбекистана, Каракалпака. Уже где-то ему 52, может 54 года, он старше нас был. Его тоже хорошо били, да, от души его били. Потом 3 пацанов молодых, 20-летних, может 18-летних. Казахтар, Балдар тоже их, короче, побитые. Одного вроде ребра сломал, он плохо чувствовал себя, уже тошнило его. Голова у него была, короче. Наверное, сотрясение ему сделали лучше, чем у меня было. Его тошнило, короче, в туалет он бегал, короче, просился тошнить. Так мы, короче, всю ночь, ночью нас там подзывали камеры, там какой-нибудь полицейский приедет, подзовет, иди сюда, блин, руку вытащить так, и по голове мог ударить, или там в грудь ударить, и пониже чуть. Короче, издевались даже. Утром нас подняли, какой-то там мент приехал, с бумагами какими-то, там, фамилии наши, короче. Нас в журнале все отметили, как полагается, такой-то, такой-то, что в камере. И давай нас сразу. Так, Сыдыков, да, выходим с камеры. Первый же удар, короче, сплетение, загинайся. Они тебе кофту, короче, куртку сняли, кофту на голову одевают, куртку одели, короче, капюшон тоже сверху одели, и, короче, руки вперед, связали скотчем, чтобы полностью, как будто эти особо опасные рецидивисты. Пока до пола дошел, меня избивали, короче, пинками. Короче, я ползком, короче, уже лед. Полз, короче, к стене, чтобы это, к стене, короче. И нас посадили всех, короче, на коленях, все, лежа вот так, и сидеть вниз головой, все, короче. Всех так, вроде всех нас так связали, потом выводить начали на улицу. На улицу садить, сквозь сков так видно, что машины полицейские, короче. Утро же, светло, видно чуть-чуть. Нас всех посадили в машинах, распределили по машинам полицейских и повезли нас куда-то. А куда повезли, никто не знает. А вот перед этим еще вечером, когда нас там 9 часов, я у местных ребят, которые сидели, казах, я спросил, что за РОВД? Они говорят, Алатауская, говорит, РОВД это. Я говорю, все, запомнил, хорошо, говорю, Рахмат. А он говорит, вы что, не местный? Я говорю, я из Киргизстана. Он говорит, это Алатауский, короче, РОВД, если что. Я запомнил, короче. Нас повезли уже утром в какой-то объект. Мы ехали где-то 20-15 минут. По трассе это было ровно, машина ровно всегда шла, без всяких там, бабах, там, ровно. Короче, мы где-то, наверное, в город приехали. Какой-то центр специальный, наверное. Нас когда выводили, мы там через какой-то задний двор, по ступенькам, потом там, в коридор заходишь, темно, короче, не видно, мы спотыкались, там падали, короче, нас били, поднимали, короче. Потом по лестнице нас подняли, короче. Лестницу так поднимаешь, и так видно, что это светло стоит, короче. Где-то просвет есть там, значит, окно где-то.
Там поднимайся только, и тебе пинком, короче, в голову так берет, и тебя опять вниз. Бах, бах, бах. Падаешь, тебя обратно поднимать за шкирку, поднимать, обратно вверх идут. Вот. Меня провели следующую, я тоже так же. Он поднимается, ему, блядь, в бошку пинком как бьют, он вниз, бах, бах, бах. И все так проверяют. Издевались, короче. Как кино было. Подвели, короче, какой-то этаж, не знаю, но тут уже стекло было политое, видно. Также посадили всех на коленях, упершись в стене, короче, и не смотреть никуда, короче, голову не поднимать, даже если ты в этом капюшоне, не поднимать голову. И здесь уже началось очень сильное избиение, конкретное избиение. Нас там били жестко, короче, пинками, топтали нас дубинками, короче, электрошокерами, там вот такой солдатский или военный, не знаю, полицейский, так его как дашь, у меня там уже глаза вот так все трясло все. Били долго, наверное, вот, если так посчитать, если 10-9 нас там, пускай, пока нас разводка, 10, пока нас доехали, пускай будет 10:30, в 11 мы попали, в 11 начали, и до 11:30 нас били, жестко били. Там все кричали, орали, блин, там катались, как лишь бы там как-то увернуться от ударов, короче, старались так. Я там вообще крутился, короче, так крутился. Били жестко. И в последнее время, когда я уже весь избитый был, я еле-еле, короче, повернулся, я помню, вот так, руки же связанные. Вот так, короче, на спину лег, короче. Здесь стена. Эти ноги вот так поднял, тоже в колени согнул. И здесь, короче, давай он, видно, через кофту вот так смотришь. И он стоит, еще один здесь, короче. Один, короче, по голове топчет, вот так, мягко, вот так, голова. А второй, короче, бьет по коленам уже, вот так, бьет, со всей дури, вот сколько у него есть мощи, он бьет, раз, остановился. Я вроде ноги только хотел отпустить. И этот второй подходит, короче, кто-то устал, он, наверное, взял дубинку и давай тут свежими силами, короче, опять по колену. Я опять колени поднял, защищай. Руки также оставил. И у меня такой бьет, и у меня такой хруст, я почувствовал боль. И у меня так смотрит, он сам увидел, у меня ноги аж так повисли. Он говорит, я ему, говорит, ноги сломал. А я здесь от боли, короче, сильно кричать начал. И они говорят, уже там слышу, говорят, скоро его вызывайте, пускай его выводят отсюда, короче. Меня перестали бить, ну, у меня ноги уже все. Я, короче, так его тянул ноги, короче. Они поднимают так за ногу, она вот так просто висит, я вижу, она вот так просто висит. Одна часть вот так висит, а это сустав так висит, короче. Крыло все. Это тоже поднимаю, она висит вот так. А я уже все, короче, уже сил уже нет, короче. Кричать, орать, что-то. Я уже молча, короче, подбираю их, короче, да, и они все висят. Здесь скорая приехал, один сотрудник скорой, парень, один только он смог. Он, короче, постелил там такую вещь, ну, медицинскую, она как тряпочная. Я на нее еле-еле забрался, короче, он говорит, потерпи, говорит, сейчас я тебя вывезу отсюда. Я терпел, короче, ноги так собрал, как попало, короче. Залез на это, он меня, короче, потащил до лестницы, короче. Сам он не смог меня, то есть он там кого-то попросил из полицейских, 4 их. Меня вытащили в скорую помощь, короче, на лежак положили, короче, и поехали мы в больницу. Я не знаю, какую меня больницу привезли, короче. Меня привезли сразу, короче, меня это, сняли штаны, короче, с меня все полностью сняли, как полагается. Ноги, 2 парня, короче, наверное, хирурги, один помощник его, наверное. Они мне сразу кости вправили, даже без обезболивающего. Без обезболивающего мне кости, короче, вправили, поставили ровно ноги вот так. Сделали, короче, потом обезболивающие раны.
где пробитые пробоины были уже костями. Туда все обезбольше сделали. Быстренько все аккуратно зашили. У меня потом уже боль ушла. Я просто лежу, смотрю, у меня дырки прям от костей. Штаны мне показывают, говорят, смотри, у тебя тут кости как пробили, даже джинсы пробили. А вас били люди в формах? А? Вас били люди в формах? Люди в формах били вас? Люди были все в формах. Как Военные, то полагается, есть? в полицейской форме, в ОМОНовской форме, короче. Там были полицейские, одни полицейские сотрудники полиции. Ко мне были простые граждане какие-то, а сотрудники полиции были.